Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем будет встреча, с кем будет свидание. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий, либо слишком долгий, продолжительный. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть большие силы ходят моими руками, пусть откроет то, что сейчас скрыто, это очень важно. Так, мои хорошие, вы все разные, отсыпочка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, здесь несколько персонажей. Возможно, вы встретитесь со всеми этими персонажами, а у кого-то отыграется либо один, либо несколько. Итак, мои хорошие, первая встреча идет с мужчиной, который вам нравится. Мужчина, который в вашем сердечке уже живет. Ну, либо вы к нему испытываете симпатию, либо что-то больше, чем симпатия. Вот интерес, у вас есть к нему интерес. Вот с этим мужчиной вы и встретитесь. Причем здесь встреча такая, знаете, случайная, наверное, случайного порядка, либо на первый взгляд похожа на случайную встречу. Мужчина куда-то будет спешить, но при этом он успеет вам и комплимент сделать, и что-то сказать, и даже пригласить, Вот как-то вы на ходу, на лету, на бегу перебрасываетесь парой слов. И еще хочу сказать, что в момент встречи вы будете просто неотразимы. В глазах этого мужчины вы выглядите неотразимой. Даже если вы не в самом лучшем своем наряде, даже если вы, поленились сделать макияж, Вот он как-то на вас будет по-особенному смотреть, и у него будут светиться глаза. Вот когда вы рядом, он будет улыбаться, он будет такой, знаете, с хрипцой в голосе, в общем, с проволокой в глазах. В общем, милота идет. Очень короткая, но яркая встречка. При этом, еще раз говорю, вы о чем-то договоритесь. Встреча, свидание, куда-то вместе пойти, либо он к вам придет, о чем-то вы договоритесь. Вы такая счастливая будете после этой встречи. Прям будете не ходить, а порхать. Вот прям эта встреча сделает ваш день, а может быть и всю неделю. Прям под впечатлением будете. Хорошая встреча, короткая, но очень яркая мне идет. Дальше, мои хорошие, идет встреча с человеком, который похож на лисицу. Лис, лисица. В общем, кто-то хитрый, очень хитрый и такой прожженный, прожженный в жизни. Это может быть и женщина, это может быть и мужчина. Вижу, что этот человек вас от себя отталкивает. Вернее, у вас такое желание оттолкнуть этого человека. То есть как-то не воспринимаете, либо чувствуете опасность от этого человека. Этот человек прям крепко присядет вам на ухо, о чем-то будет вам рассказывать, сообщать, либо на что-то вас подбивать. Вот такая, знаете, не очень приятная встреча. Вам захочется, не знаю, сбежать, спрятаться, либо стать невидимкой. Но от этого человека прям хитростью веет, и ничего с этим не поделаешь. Видно, действительно такой вот не очень приличный, не очень честный человек. Здесь прям как насильственный разговор. Человек прям садится и начинает вам ты. А вы сидите, поскорее бы это все закончилось. Встреча с хитрым человеком идет. И еще кто-то будет встречаться то ли с родственниками, то ли как родня, родственники идут. Встреча. Приедут,
обцелует, зацелует, 1000 вопросов, там, как в личном, когда замуж, что с мужем, да, но вы все разные вопросы будут. Здесь просто допрос с пристрастием. Вы в очередной раз сами себе напомните, почему вы не любите своих родственников, либо не любите с ними встречаться. Ну, очень назойливые люди. Они неплохие, но они какие-то прям проще некуда, да. Вот для них не считается бестактностью задать прямой вопрос. А что у тебя с мужем, да? Либо, а когда ты замуж выйдешь? А если у тебя парень? И вы прям не очень приятно себя ощущаете. Вам нечего сказать. Вы, в принципе, не хотите ничего им рассказывать. Это сугубо ваше дело, это ваша личная жизнь. Вы никому ничего не должны. Вы не должны им все это рассказывать и вообще еще оправдываться, да? Почему у вас там проблемы с мужем, либо почему у вас до сих пор парня нет. Ну, такое, знаете, не очень, да, не очень. Хотя люди добрые, хотя тут я вижу и подарочки вам привезут, либо какие-то угощения привезут, там передачку, да, что-то привезут, и вроде добродушные, и вроде веселые, и вроде родня. Но с другой стороны, блин, ну вот подальше, да, подальше, если бы они были, было бы вообще чудесно. Ну, либо если бы они не задавали свои вот эти вот назойливые, глупые вопросы, было бы тоже идеально. Такая вот идет вам встреча. Дальше, мои хорошие, с кем-то умным будете встречаться. Умный человек, знающий человек, но крайне неразговорчивый человек. Тут уже вы будете из этого человека клешнями тащить слова, информацию. И у вас даже будет такое впечатление, что этому человеку просто банально больно разговаривать. Потому что каждое слово — это же просто мука, да? Мука. Здесь очень похоже, что вы будете встречаться либо с доктором, либо, может быть, с каким-то специалистом, там, профильным специалистом, и там юрист, может быть, даже какой-нибудь там работник там, госструктуры, либо социальный работник. Прям умный, умная, да, это видно, но при этом крайне неразговорчивый человек. У вас 1000 вопросов, ну понятно, если это вообще медицина, то вы хотите знать все, и причины, и последствия, да, вы все хотите знать. И человек вот прям с болью каждое слово дается, и такой прям немногословный, абсолютно немногословный. Здесь я вижу, что будете раздосадованы, и придется приложить усилия, чтобы получить хотя бы крохи, да, от той информации, которая вам нужна. Ну а если взять в целом, то этой встречей вы будете довольны. То есть как-то все-таки хорошо все пройдет. И еще здесь очень похоже на веселую компанию. Я так понимаю, что это ваши друзья, ваши знакомые, те, с кем вы проводите время. Веселая компания слева, это, скорее всего, вы к ним пойдете, либо будете встречаться на нейтральной территории. Смотрите, несмотря на то, что это ваши друзья, несмотря на то, что вы очень часто вместе собираетесь, в этот раз как-то будет что-то не то, либо будут какие-то посторонние люди. Ну, допустим, кто-то приведет своих знакомых, либо родственников. Немножко не тот вайб, немножко не та атмосфера будет, да, при встрече. Но тем не менее, вижу, что с кем-то новеньким познакомитесь. И, возможно, даже не с одним человеком познакомитесь. Но вот вижу, что будут новые какие-то люди, новые лица. И вижу, что знакомство у вас будет. Кстати, знакомство очень удачное мне идет. Те новенькие, либо тот новенький. Человек непростой, у человека возможности есть. И с такими людьми, да, следует дружить. Да, может быть, у вас есть какая-то проблема, а вот знакомство с этим человеком может эту проблему решить. Вот, вижу, что глаза у вас загорятся, скажете: о, хороший вариант, почему бы не познакомиться? Ну, в общем, будет что обсудить. Меньше будете общаться с друзьями, больше будете общаться с этими новыми людьми, либо с новым человеком. И еще, мои хорошие, здесь кто-то из вашего прошлого, у кого-то отыграется там бывший муж, бывший жених, просто парень, который когда-то нравился. Ну, вот кто-то из вашего прошлого. Встреча, странная встреча на самом деле идет. Здесь человек вам скажет, что он вас искал, разыскивал, что соскучился. Но на самом деле здесь как бы и правда, и неправда.
И вот вижу, что этот человек вас действительно искал, выискивал и даже, возможно, поджидал, да, когда же вы будете идти, когда будете проходить. Этому человеку очень хочется пожаловаться на свою жизнь, вернее, вот в красках описать, какой стала жизнь без вас, и как ему хочется, чтобы вы к нему вернулись. Ну, либо дали шанс, да, на то, чтобы там восстановить отношения. И еще при этом человек может говорить вам такие странные вещи, что вот, видишь, ты же, наверное, тоже чувствуешь, как тебе плохо без меня. То есть я готов тебе помочь, да, я готов к тебе вернуться. Ну, по крайней мере, намекать будет. Вы такая посмотрите, перекрестите и скажете: да иди ты куда подальше, еще чего, вернуться к тебе. Нет, нет, никогда. Я вон еле-еле от тебя избавилась, зачем мне к тебе возвращаться? Назойливый мужчина, он вас куда-то поведет, может быть, к дому проведет, может быть, будет вас сопровождать, если вы где-то в городе пересечетесь. Ну вот как-то ходит за вами, идет за вами, и вы такая: ну отстань от меня, все, хватит, я спешу. Меня дома ждут, либо мне на работу нужно срочно возвращаться. И он такой назойливый. Сложно будет от него избавиться, прям репешок, прицепиться. Видите, не забыл. И я вам так скажу, не забудет. Потому что вы — это лучшее, что было в его жизни. Ни до вас, ни после вас, ни одна другая женщина, ну вот, не сыграла такую яркую роль в его жизни. Только с вами ему было действительно хорошо, только вы его любили, только вы по-настоящему заботились. Вы видели в нем мужчину, а потом уже все остальное. Вот повезло, один раз ему повезло, и то он не удержал свою любовь. А теперь пытается вернуть, но он вам уже не нужен. Не нужен, и даже так посмотрите и скажете: Господи, что я в себе нашла, да? Почему вообще я с тобой встречалась, либо как я могла за тебя выйти замуж, как меня угораздило. В очередной раз убедитесь, что ваше решение было абсолютно правильным. Так, еще в центре. А вот здесь какая-то судьбоносная встреча. Здесь как даже не просто встреча, новое знакомство идет. Встреча, новое знакомство с человеком, который сыграет роль в вашей жизни. Не сейчас, но в будущем. У вас при встрече с этим человеком, ну вот как дрожь идет, тремор, дрожь, мурашки бегают. Вы себя не будете понимать, почему так происходит. А я вам так скажу, вы почувствуете, что этот человек не просто так в вашей жизни появился, и что этот человек действительно, ну, вот какой-то необычный, да, либо необычную роль сыграет в вашей жизни. Ну, такое знакомство, ни к чему не обязывающее, случайное знакомство. Но тем не менее будет ощущение тремора, мурашить вас будет, и даже как жар будет немножко бросать. Сложно вам будет понять, что это, что с этим делать, но это так проявляется ваш дар. Вы просто чувствуете, что да, человек по судьбе, либо человек судьбоносный, и человек ключевую роль сыграет в вашей жизни. Это может быть и мужчина, и женщина, но вот я вам описала реакцию. Вы, пожалуйста, не переживайте, о плохом не думайте. Этот человек сыграет хорошую роль в вашей жизни. Но по центру идет эта встреча, по центру идет знакомство. Так что все нормально, все хорошо. Дальше, мои хорошие, встреча в интернете. С кем-то вы в интернете встретитесь. Может быть, с тем, кого давно не видели. Либо какое-то случайное давнишнее знакомство. Да, человечек вас найдет, начнет вам там в соцсети стучаться и говорить: это же я, ты помнишь, когда-то там давно, 100 тысяч лет назад мы с тобой где-то там общались, ты мне ничего про себя не сказала, я тебя искал, и вот я тебя нашел. Также могут быть случайные женщины знакомые, на кого вы произвели впечатление в свое время. Тоже, вот знаете, будут вас находить и торжественно сообщать, что вот это я. Помнишь, когда-то давно, где-то там, при каких-то невыясненных обстоятельствах, да, мы с тобой познакомились. И вы такая: я не помню, ты кто, да, откуда ты вообще здесь появилась. Да, странные люди будут стучаться вам в соцсети и напоминать о себе. Кстати, это не один человек. И еще, ну а кто у меня любит посещать сайты знакомств, то здесь просто лавина
лавина из мужиков, причем какой-то одной национальности, ну, либо какой-то один регион. И вы такая, вот это да, я стала звездой, да, я стала звездой для этой национальности, либо в этом регионе. Прям как наплыв этих мужиков, и каждый хочет познакомиться, и каждый там комплиментит, и каждый прям сразу предлагает руку и сердце. И вы такая, о боже, как меня угораздило. Да, придется, не знаю, там блокировать, наверное. Прям спамить вас будут сообщениями, это точно. И еще, мои хорошие, вот здесь показывают, что какой-то человек от вас отворачивается и прячется. Ну, как скрывает себя, либо хочет скрыться от вас. Вы вроде как выглядываете, где этот человек, а человека нигде нет, пропал. Да, пропал, нет. Будете искать этого человека, но не найдете. Здесь вот четко показано, что человек от вас что-то скрывает, либо человеку безумно стыдно смотреть вам в глаза. И поэтому человек будет прятаться, убегать и прятаться. Это может быть и мужчина, и женщина. Но в общем, если кто-то пропал, будьте к этому готовы, человек перед вами виноват. Человеку безумно стыдно за свое поведение, либо за свои поступки. Поэтому и прячется. Возможно, этому человеку нужно время, чтобы как прийти в себя, осознать сделанное, найти в себе силы для того, чтобы вам признаться, ну и попросить у вас прощения. Да, с удивлением заметите, что человека нигде нет. Просто взял, да и пропал. Ну, исчез, да? Исчезла, может быть, это женщина. Так, и еще какой-то красивый мужчина, сильный, мускулистый, такой качок, наверное, да, красивый. Случайная встреча, ну и такой, знаете, ни о чем разговор с этим мужчиной. Впечатлит внешность этого мужчины, но при разговоре поймете, что прям совсем не ваш вариант. Слишком как-то несуразно изъясняется, либо, ну, давайте говорить как есть, да, человек недалекого ума, и вы вот с первых слов понимаете, что ну не, я не смогу закрыть на это глаза, и да, ты красивый, но с тобой невозможно разговаривать, да, мы как на разных планетах с тобой, да, на разных языках говорим. Да, такое легкое разочарование. Скажите, ну почему красивые мужчины, вот они не умеют разговаривать? Почему они такие вот недалекие, ограниченные? Прям даже какой-то дискус внутри себя, да, почему так происходит? Либо они свои недостатки компенсируют тем, что они там раскачивают себе тело, превращаются вот в таких Аполлонов. Да, вроде как он и не против, но тут уже будете против вы. Ну, скучный ни о чем и не может формулировать даже простые предложения. Прям совсем фу-фу-фу. А может быть, он настолько сильно распереживается, потому что рядом с ним красивая женщина, и у него это косноязычие пойдет. Может быть, да, потому что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Дальше, мои хорошие, встреча с врагом, недоброжелателем, ну, либо с человеком, с кем у вас напряженные отношения. Встреча случайная, но для вас весьма положительная. Вы либо давно не виделись с этим человеком, либо чего-то про этого человека не знаете. Внешний вид будет просто, вот знаете, потрепанный, надорванный. У человека там мешки под глазами, человек плохо выглядит. По внешним признакам очень похоже, что у человека неприятности в жизни, либо человек чем-то болен. И вы так посмотрите и скажете, ну, сдал, да, либо сдала. Ну, и как бы, да, понятно станет, что человеку не до вас, либо что ваш недоброжелатель, ну, вот конкретно теряет силы, либо находится в каком-то плачевном, бедственном положении. Не могу сказать, что вы там как-то жалеть будете, либо наоборот радоваться. Вы просто себе отметите, что, ну, можно уже списывать со счетов. Да? Человек настолько скверно выглядит, настолько скверно себя чувствует, что можно уже как списать. Да? Уже не враг, уже как не страшно, либо не опасно, либо не стоит даже моего и взгляда. Вот в таком ключе информация.
Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.